Предыстория Великой алмазной эпопеи в России начинается с далеких 40-х годов. В январе 1947 года Тунгусская экспедиция Восточно-Сибирского геологического управления по директиве Министерства геологии СССР начала работы по оценке перспектив алмазоносности севера Иркутской области и Тунгусского бассейна. В марте 1949 года, согласно приказу 3-го геологического управления Министерства геологии СССР, Тунгусская экспедиция была переименована в Амакинскую, что в переводе с эвенкийского языка означает «медвежья». Таким образом, Амакинская экспедиция стала правопреемницей Тунгусской экспедиции, стоявшей у истоков алмазной эпопеи. А 17 марта 1949 года считается днем рождения Амакинской геолого-разведочной экспедиции. В 1952 году в Нюрбу из Иркутска перебазировалась Амакинская геолого-разведочная экспедиция. Это стало основополагающим фактором для дальнейшего развития всей инфраструктуры Нюрбы. В этом году отмечается 75-летие находки первого алмаза в бассейне реки Вилюй и 70-летие со дня базирования Амакинской геолого-разведочной экспедиции в Нюрбе. В честь юбилейных дат в Нюрбе прошли торжественные мероприятия. В Музее дружбы народов имени Ксенофонта Дмитриевича Уткина состоялась встреча с ветеранами Амакинской геолого-разведочной экспедиции, квест-игра для школьников и выставка рисунков учащихся Нюрбинского района, посвященная геологам Амакинской экспедиции. Разные много, но вот здесь молодежь присутствует. Мне что бы хотелось сказать им? Ребята, дерзайте, не бойтесь трудностей. Вот. Участвуйте. Хорошее было дело комсомол, вот, пионеры. Но как-то все это мы маленько с перестройками позабыли, упустили. А надо это дело восстанавливать. Надо, чтобы это снова было. Мне посчастливилось, как говорится, и после того, что я 10 лет отработал в Амакинской экспедиции, потом ушел на выборную работу, вот, наши советские партийные органы, избирался. И пришлось вот на новом нашем Нюрбинском ГОКе, как говорится, с первого комышка завозить туда, работая в СМУ. Вот, первые направляли мы свои вот, экскаваторы, чтобы строить там вахтовый поселок. Учащиеся Нюрбинской многопрофильной гимназии имени Степана Васильева, Нюрбинской средней общеобразовательной школы номер 2, Антоновской и Дикимдинской школ выполнили различные задания в рамках квест-игры «Тайна Амакинской экспедиции». Победу одержала команда «Сулустар» Нюрбинской многопрофильной гимназии имени Степана Васильева. После обеда ветераны Амакинской экспедиции, представители акционерной компании «Алроса», руководители района и города Нюрбы возложили гирлянду и цветы на сквере геологов Амакинской экспедиции. В Амакинской экспедиции я работал с 70 по 80-й год, 10 лет полных. Но потом был избран на партийную советскую работу, перешел. Но считался все равно как амакинец, потому и ветеран. Занимался наземной геофизикой, электроразведка. Вот. Начинал с этого в Амакинской экспедиции 1 год работал. А потом аэросъемочная экспедиция. Если здесь кто помнит, самолеты, вертолеты ранней весной над Вилюем с бомбой летали. Вот, таскали на трассу бомбу. Вот это вот, как говорится, наши эти вот приборы проверяли. И потом мы, кто на север улетал, кто в Айхал. Я почти все 10 лет в Айхале. Работал на БАМе 2 года. Вот, на железорудное месторождение. Вот, и работал на Накыне 1 год. Вот здесь, перед открытием. А вы сами родом откуда? Я родом из Бурятии. Вот. Приехали и здесь остались? Я после армии служил в армии, отслужил, когда заканчивал срок службы 2 года. Вот, но перед этим все в армии, как говорится, ищут, где на работу. А до этого, значит, я когда заканчивал техникум, здесь со мной вместе диплом защищал работник Амакинской экспедиции Сачков Станислав Иванович. Тоже защищал диплом. И вот он мне немножко так поговорили накратко, и он мне про эту Нюрбу напел. Но потом я ушел в армию, а до армии я работал в Сосновской экспедиции в Иркутске, вот, 2 года. И
Он мне напел. И я, значит, когда вот отходил конец службы, ну, все в армии пишут, что вы, ну, куда-то устроиться на работу. Я тоже несколько писем написал. У меня было приглашение в Магадан ехать, в Новосибирск, Березовскую экспедицию. Ну, своя это оставалась экспедиция в Иркутске, вот, что думал туда. И вот этот вспомнил Нюрбу. Вот. Но когда демобилизовался, пришел в военкомат становиться на учет, и говорю, вот мне как бы, где я работал, партии там, этой Сосновской экспедиции, она ушла работать в Монголию. Я говорю, мне бы в Монголию тоже поехал. Мне военком говорит, ты где служил? Я там-то, там-то. Ну вот, 5 лет поработаешь в Союзе, потом можешь ехать и в Монголию, куда хочешь. Ну, вот такие. И так вот у меня отпало, значит, Сосновская. Ну, на семейную. Ну, я из такой из многодетной семьи, как говорится, там сестры, брат был, еще мама. Отца не было, отец умер, вот ветеран войны. Вот решили, что Нюрба так по карте прикинули, где-то все-таки поближе к Иркутску. Вот, если что-то у нас все-таки старенькое. Ну и поехал я вот сюда, приехал в 70-м году, 15 июня. В актовом зале администрации района прошло торжественное собрание, посвященное 75-летию находки первого алмаза на бассейне Вилюя и 70-летию со дня базирования Амакинской геолого-разведочной экспедиции. Все амакинцы, которые здесь работали, жили в Нюрбе, и где бы вот наша партия радиогеодезическая, она работала, начиная с юга Якутии, с Нюрингринского месторождения, и до самого Заполярья. Это Булун, это Сыскылах. То есть столько вложили работники труда в эту алмазодобывающую промышленность. А теперь, когда они уехали, они не забывают Нюрбу, хотя и 20 лет еще Амакинка пробыла в Айхале, до сих пор не забывают Нюрбу. Меня просят сделать памятные снимки на Вилюе, где работали, где жили. Хотя радуются все, что Нюрба очень расстроилась, похорошела, но тем не менее Вилюй у нас течет как тек и всех завораживает. Все. Поздравляю всех и всем здоровья. В завершении глава района Алексей Иннокентьев отметил, что мэрии будет поручено обновить сквер геологов Амакинской экспедиции и установить какой-либо знак по увековечиванию места проведения всесоюзного совещания после открытия трубки Зорница. Вечером ветераны в праздничной обстановке вспоминали годы работы в Амакинской экспедиции и своих коллег. Алексей Иннокентьев, глава Нюрбинского района, очень обрадовал их новостью о том, что в День геолога, который приходится на первое воскресенье апреля, в районе также будет объявлен Днем Амакинской экспедиции, о чем будет издано соответствующее постановление.